караат кулун тутардагы иелик биелини. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember, and a song someone sings. Күнне туған тахаджа сылыян, тулабыт кеһе қарағасимерекке, сап-сырдык. Кин жол тұрығын қолын тұтар ый оратыдан тапсияқтара тәркәһе белкәһеттірі. Қолын тұтар саскы ый, олар әрі тымны ораны, олғымны кылыкта осын бербәт тымны оғаманьяқ бағыбыстан барын, Кахсын тюгаметтен чортон оранынан, чортон төр чыварынан тыынар. Ол дейін колун тутар тибиле қағыла кубылхаттар. Колун тутарга күн оғы жыбартахар. Саскиге манна кел жытыра толуқтар кәлер. Кәлер мұран қырар жытыргыр. Далга, кывыга, бурдық кону төр кәхәтчілер. Алы сәләқ құтырдыр. Бары көргөнін сәджаллар. Bir de çiçek tora xalın xalbat tutuğa jallar. Inı kaşlar boğay, kelkay toyay, toraq kayay. Aha böyüt karar kıyam bulan saygı utuyay. Xar olay, tammaq tamavay. Mus çapçıyan hun xayu bu vaxtırına, açanı olaq saz. Kaygas Улвақтырына дәу оны қары қатыдан түрткініп бұрдан кәбәхәр. Суай кәйей ауыз қалталан буалар. Ойын хатырибат адақтанан кәтяқтақ бет. Сопада суаға саяқтақ бұлақтақты. Ойын саяқтақ бол қолын бағанағыдың ұныман. Қолын тұтылса қағыр дейін соғытағақ ұй. Ата да әтейнің бұл кәміне жүйеге ауыты тәйі. Ой дейін ұйы қолын тұтайын атта бұттыр. Тұру қарбы толуға қарып жыттақтан том бору тобулан юргуын себекке тақыға. Кыджыл, аммандық неркуған себекке тақсатчыды. Қардақ том болардан өнері болай. Кümnega lütfet bolladı. Тотун тохочардан билиахпи. Шолохом неснежный лепестков, жемчуг белоснежный распустился,
свежим, нежным, крохотным цветком из-под снега солнцу стремился. Вот какие красивые стихи отпела в весеннем цветке подснежники. Поэтому называть свежим жемчугом, разных станок называют по-разному. Англичане называют снежные капли или снежные сережки. Чехи снежинкой, немцы колокольчиком снежным. Русские называют пьяный осенний цветок подснежником. Русское название этого цветка произошло благодаря способности этого растения появляться из-под снега и засветать первыми лучами солнца. В наших краях подснежника называют желтыми лепестками, которые появляются одним из первых цветков после долгой зимы. Этот хрупкий цветок способен перенести сильные весенние заморозки. Снег на земле, как одеяло от мороза, и опавшие листья не попускают холод. Кроме того, листиков и цветах содержится много сахара, растворенного в воде, не дает замерзать растениям. Подснежники неприхотливы, они побиваются таки на основе балах, таки на опушках светлых лесов, рек и ручьев, на лугах и на горных склонах. Всем нам известна новогодняя сказка 12 месяцев. В ней рассказывается о бесстрашной девочке, которая по приказу королевы отправилась в лес за подснежниками. И задача сбора подснежники-букетики для продажи сбора лекарственный муж будет колесов для крестения экологии. Каждый год подснежники меньше и меньше. Во многих местах подснежники очень уничтожены. Она занесена в Красную книгу. Держите, ребята, подснежники, берегите их, пусть они не растут, радуются солнышку и теплому ветерку. Сахасига дробая сыла бірлебітті. Дробай бұларға ірчілерді бит. Бейді терпет, оғыларым көтәрі гаддүйістақтық жырыттың алынға, ол тоғынан қарyoqqayım. Күнді күділік көйбіттер нөмірдерін көрі қайым.
тайдутар, антах мастер үнелле. Захарова Маша, антах мастугана капсела. Добрый день, меня зовут Маша Захарова. Я воспитанница группы Гениум Лин детского сада «Улыбка». Этот год в нашей республике объявлен годом здоровья. В связи с эпидемией ковид и с распространением ОРВИ мы с мамой выбрали эту тему. Представляю вам ознакомление с хвойным деревом сосной, ее лечебными свойствами и пользой. Сосна растет по всей России на любых почвах. Семена в марте выпадают из шишек и разлетаются по все стороны. Человек использует сосну везде. Строят дома, корабли, делают мебель. Смолу используют для украшений, как драгоценный янтарь. Канифолью натирают смычки скрипок. Из коры хвои семян получают ценное масло, витамин С. В нашем палисаднике несколько сосен растут. Их посадил мой дедушка. Мы с мамой собираем пыльцу, коя для чая, зеленые шишки для варенья и для настойки. Сосны очищают воздух, выделяют фитонциды. Они убивают вредные микробы, так что в хвойных лесах в 2 раза меньше бактерий. Берегите лес, нашу кладовую. Мы с мамой делали варенье из шишек. Мы еще собирали пыльцу из цветов и для настойка для чая. Спасибо за внимание. Красиво ходи.